мы можем говорить о церкви Абхазии, как церкви этой страны, этого государства, и об абхазской церкви как этнической церкви, которая представлена абхазским этносом. В Абхазии по сей день не существует церковного института, потому что церковный институт выражается наличием епископа или епископата, если говорить о поместной церкви. В Абхазии уже долгое время, можно сказать, что это уже 24 года, нету епископа. И, безусловно, это создает очень большие проблемы для внутренней жизни православной общины нашей страны. Теперь я хотел бы отметить то, какова православная община внутри Абхазии. Дело в том, что если говорить об истории 30-летней давности, в Абхазии православные представляли собой. Это были русские верующие, которые жили в Абхазии с 40-х годов после Второй мировой войны. Это были также и те потомки казаков, которые бежали на Кавказ после революции. Они были, безусловно, православно верующими людьми, и где бы то ни было на территории Абхазии, они объединялись в общины, создавали храмы, и, соответственно, так жила церковная жизнь вокруг этих общин. Вместе с этим надо сказать, что за последние 100 с лишним лет беженцы из Малой Азии, а именно из Понда, из Трапезунда, это греки-понтийцы, которые переселились в Абхазию. И поселяясь в Абхазии, они в каждом селении, в котором они начинали свою деятельность, они строили каменный храм. В этих условиях они также развивались как греческая община Абхазии. И также переселенные с 40-х годов XX века в Абхазию грузины и мегрелы, которые в конце 80-х годов, при том, когда начал разваливаться Советский Союз, стали резко себя осознавать православными христианами. Дело в том, что тут надо немножко отвлечься и сказать о том, что борьба за независимость в Грузии в постсоветский период, она очень тесно соприкасается с возрождением церкви. То есть это национально-церковное движение. Поэтому не секрет, мы все прекрасно это помним, что те митинги, которые происходили в конце 80-х годов, в 90-е годы, в начале 90-х годов и в Абхазии, связанные с грузинской политической деятельностью, они всегда соприкасались и с церковной жизнью в лице грузинских священнослужителей, в данном случае в лице с митрополитом Давидом Чкадуа, который, как мы знаем, иногда высказывался в этом отношении. Теперь, на сегодняшний день православные общины Абхазии представляют собой очень интересную картину. У нас сегодня в Абхазии присутствует русское население, которые также являются православными, ходят в храм, и с их стороны мы понимаем притяжение к русской православной церкви. То есть самоидентификация русской православной общины внутри Абхазии понятна, потому что они ищут общего, они ищут соприкосновения, может быть, и слияния с русской православной церковью. Что касается грузинского сегмента в абхазском православии. Мы прекрасно понимаем, что в Гальском районе, в селе Чубурхинджи, например, существующий приход, где служит абхаз по национальности священник, в этом приходе богослужение совершается на грузинском языке. Местное население, это мегрелы Гальского района, приходят в этот храм и молятся на грузинском языке. И естественно понятно, что там, где они слышат богослужение на родном им языке, на понятном им языке, мы осознаем то, что они будут иметь притяжение к грузинской православной церкви. И теперь третий сегмент внутри нашей церковной общины в Абхазии – это мы абхазы, православные абхазы. И я хочу поставить вопрос, а как мы
себя идентифицируем, кому мы себя хотим, с кем мы хотим соединиться в этой связи. Вы знаете, когда мы рассуждаем на эту тему о самоидентификации, то я хочу сказать, что христианство – это религия свободная, которая учит человека прежде всего свободе. Христианство, к сожалению, многие века уже используется в качестве идеологии. И мы знаем очень много примеров в истории разных государств, как и в прошлом, так и до ныне, когда христианство, как я уже сказал, используется в качестве инструмента государственной политики. В нашем понимании, в абхазском понимании, христианство в современном его виде, оно недоступно для простого человека, живущего в Абхазии. Например, люди, живущие в селе, в абхазских селах, говорящие на абхазском языке, они не будут воспринимать христианство и церковь, потому что для них это чуждая религия. На бытовом уровне существуют свои традиции, существует свой культ, который, как мы знаем, в каждой семье в абхазском селе имеет место, и каждый год это повторяется, там какие-то праздники и так далее. Но эти люди не идентифицируют себя ни с какой церковью, ни с русской православной церковью, ни с грузинской православной церковью. Христианство, которое имело в прошлом в Абхазии определенный уровень влияния на народ абхазский, оно исторически здесь оставило свой след. И мы сегодня этот след видим в тех ритуалах, бытовых ритуалах, которые остались и которые в каждом селе, как я уже сказал, имеют место в определенное время года. Но понимание того, что такое церковь, его не существует. Почему? Потому что в храме богослужение совершается на чужом и непонятном абхазу языке. Если в храме совершается, допустим, в Лыхнах, богослужение на церковно-славянском языке, каким образом в этом храме может образоваться абхазская церковная община? Никоим образом. Есть ли сегодня в Лыхнинском храме община, состоящая из 50, 40 или 30 человек, живущих в этом селе, Дурипше или Джирхве или в Уланархве? Мы не видим этих местных людей внутри храма. Почему? Потому что для них такое христианство непонятно, оно для них чуждо. То же самое я хочу сказать и про Илорский храм. Мы все говорим о том, что это святыня нашего народа и так далее. Но если в Илорском храме община, как я уже сказал в отношении Лыхнинского храма, состоящая из 50, или 40 или 30 человек, нету такой общины. Почему? Потому что, во-первых, богослужение, совершающееся в этих храмах, совершается на непонятном для абхазского народа языке. Традиции, которые существуют в этих условиях, в этом христианстве, они также непонятны абхазскому народу. И в этой связи я бы хотел сказать об интерпретации христианства в разной среде, в том числе этнической среде. Христианство у славянских народов уже существует 1000 лет. Христианство у народов Закавказья также существует более 1500 лет. Но это христианство для абхазского народа не может быть воспринятым. Почему? Потому что это будет славянская интерпретация христианства в Абхазии или же интерпретация грузинская, армянская или греческая. А на самом деле христианство, когда приходит, и исторически, когда приходило в какую бы то ни было страну или к какому бы то ни было народу, оно прежде всего приносило саму веру, основу всего. И на этой основе вырастала собственная национальная культура, христианская культура, которая выражалась и в архитектуре, и в письменности, и далее во многом и многом другом.
Мы можем говорить о том, что письменность, существующая у эфиопов, коптов, армян и грузин, имеет христианское происхождение. И в том числе кириллическая письменность, которая зародилась более 1000 лет тому назад благодаря двум братьям Кириллу и Мефодию. Но для чего она произошла? Для того, чтобы проповедовать христианство среди славянских народов. Вот я перечислил 5 народов и 5 письменностей, алфавитов, которые создало христианство. Но это было не навязыванием своей культуры, это было возможностью для этих народов самовыразиться в христианстве. И сегодня в Абхазии, к сожалению, мы наблюдаем обратное. Нам предлагают свою интерпретацию веры. Со стороны Русской Православной Церкви мы видим интерпретацию славянскую. Со стороны Грузинской Православной Церкви мы видим интерпретацию грузинскую и так далее. А что же остается для нашего народа? Понятна ли для нашего народа эта чужая интерпретация? Я могу сказать, что она непонятна. Поэтому та православная часть верующих в Абхазии, которая, будучи абхазской по этническому происхождению, выбирают сторону, притягающую к Русской Православной Церкви, означает то, что они себя самоидентифицируют с русской христианской культурой, с русской духовностью. Та часть жителей Абхазии, грузинского происхождения, которые совершают богослужения на грузинском языке и живут в этом культурном пространстве и духовном, соответственно, пространстве, они себя идентифицируют с грузинской православной церковью. А вся остальная часть, называющих себя христианами, но не являющихся членами церкви, жителей Абхазии, не может найти для себя эту самоидентификацию. И эта проблема для нас сегодня очень серьезная. На сегодняшний день мы видим то, какой конфликт существует между нашими сторонами священнослужителей в Абхазии. Я, как представитель одной из сторон, могу сказать, что задача архимандрита Дорофея Атбар и меня лично, и всех наших единомышленников и сторонников заключается в том, чтобы донести христианство для абхаза так, как он это может понять. Мы не озадачиваем себя, мы не делаем для себя цель принести чужие традиции и чужую культуру в Абхазию и своему народу. Мы передаем христианство так, как мы, будучи абхазами, его восприняли. Мы христиане, мы стали монахами и живем как монахи. Но в данном случае, я сейчас об этом уже достаточно хорошо рассказал, мы пытаемся также донести до своего народа правильное понимание христианства, правильное понимание веры, правильное понимание церкви. Вот главное то, что я хотел бы сказать в связи с жизнью церкви в Абхазии, в связи с тем, какие проблемы существуют в Абхазии. И я думаю, что до тех пор, пока мы не осознаем всей сложности этой ситуации, а именно того вопроса самоидентификации внутри церковной общины, наша церковная проблема не будет разрешена. Если мы говорим о цели восстановления независимой церкви Абхазии, Абхазской церкви, то я ставлю вопрос, а кто является членами этой церкви? Является в полном смысле абхазский народ сегодня настолько воцерковленным, чтобы говорить о восстановлении нашей церкви? Я уже вначале говорил или церкви этой страны, или нашей национальной церкви. До тех пор, пока будут существовать векторы, которые направлены в разные стороны от абхазского этноса, от абхазского восприятия, будут существовать эти проблемы.